Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, с вами Петр Цепандин. Мы обычно говорим, к нам сегодня в гости пришел, а мы сейчас с проектом «Весна на НВК» сами находимся в поселке Хандга. И мы пришли сегодня, получается, сами в гости, методист Центра детского творчества поселка Хандга Аял Винокуров. Аял, приветствую! Здравствуйте! Да, спасибо, что нашли время участвовать в нашей передаче. Мы к вам сегодня, как говорится, да, действительно в гости пришли. Поговорим обязательно о Хандге. Мы уже здесь третий день, снимаем сюжеты. Я выходил даже в прямой эфир сегодня, впервые в своей жизни. Да. У нас кулинарный проект, мы называем нашу передачу «Кулинарное ток-шоу». Я смотрю, ты очень основательно подготовился. Да, Что будет? Что будет? Что будет? Ну, мы сегодня приготовим капкейки шоколадные. Вау! С соленой карамелью домашней и сверху украсим кремом. Да, я не могу не спросить, откуда выбор, откуда ноги растут, откуда выбор такого блюда именно? Ну, в том, что он быстро готовится. Так. Ага, и порционные такие десерты, они удобные. Чем Но у меня написано, обычный торт. что ты методист Центра детского творчества, еще и повар получается, и кондитер. Да, ну помимо основной работы мы занимаемся с женой, печем. То есть еще такое заказ, хобби, да, еще да. такое направление. Обязательно о этом поговорим. Хорошо. Как вообще все это ты делаешь, как давно вообще этим занимаетесь? Ну, мы начали заниматься осенью 2019 года, уже сколько? Давно, да, Уже да. давно. Руку набили, и я думаю, что раз, и в дамке все хорошо у тебя получается. Ну да, уже быстро все уже получается. Сначала, конечно, было трудно, долго делали, но со временем уже руки набиваются. Да. Ну, давай начнем. Рассказывай, пожалуйста, как все Давайте это начнем. делаешь. Да. Капкейки. Это, по-моему, такие Порционные в порционные капсулах, да. пироженки, Как которые, да, как маффины, как кексы, которые обычно подают в кофейнях. Ну, Да, десерт, да, стандартный стандартный десерт. десерт. Ага. Да, ну, я смотрю, у тебя Порционный. профессиональные весы, такие, да, все, Да, все основательно. Все основательно. Да. С чувством, с толком, расстановкой. Ну, сначала мы замесим тесто Да, ну, само собой. наших капкейков. Ага. Вот. Ну, для начала нам нужна мука. Мука, обычная мука идет, да? Или Да, какой мука обычная. Но лучше ее просеять через такое сито. Да, потому что Чтобы более она, воздушная. да, Я более воздушная была. работаю в этой передаче уже четвертый год, и где-то что-то тоже узнал, что муку надо обязательно вот просеивать, чтобы она завоздушилась, скажем так, ну и само собой была чистой. Даже? Да. Вы совершенно правы. Да, я тоже что-то знаю. Так, понадобится мука. Просеиваем. Потом у нас добавляется соль. Соль. Посолить, само собой. Да. Странно, что вроде как бы это же десерт сладкий, да? Да, но соль обязательно присутствует. Да. Ага. Еще и присутствует уксус. Вы еще Уксус даже. удивитесь, наверное. Да, ну ладно. Это что? Это сода. Это сода, да. Ага. Соду тоже просеять. Гасить ее не надо. Ну вот уксус ее и загасит. Ага, все ясно. Потом. Ну, соду тоже через сито, потому что тут попадаются такие маленькие камешки. Это тоже такая хитрость, да? Да, лучше через сито, потому что если как такой маленький камешек попадет, то уже в тесте там будет комочек. Ну вот такой бук, да, какое-то образование. Да, и некрасиво, и невкусно будет. Да, само собой. А это что? Ну, это у нас какао, так как у нас капкейки шоколадные будут. Какао. Так. Да. Вот. Тоже просеиваем. Ага. Все просеиваем. Да. Ух. Что-то я. Творческий процесс, ничего. И, конечно же, сахар. Сахар, да. Сахар можно не просеивать. Да. Он в этом не нуждается. Ну, я так понял, что ты все подготовил. Да, я все по технологии, приготовил. сколько чего. Давай, мы то, что не нужно, будем убирать, чтобы камера не загораживала. И, конечно, хорошенько все перемешиваем до однородности, чтобы он легко потом схватился. Смешать, да? Ну, и друг с другом. У нас сегодня нету моего постоянного соведущего Тарбахова. Он любит очень слово, чтобы ингредиенты поженились. Вот. Да. Кстати, хорошее словосочетание. Очень хорошее слово, да. Вроде как бы целомудренное все, да. Но чтобы они поженились, чтобы они вот так свою эту. Сыну буду так говорить тогда. Да. Сейчас, после этого. Интересное слово, да, такое. Так. Что у нас дальше? Дальше у нас добавляются яйца. Ага.
Яйца мы перед этим надо очень хорошенько промыть. Ага, ну промытые яйца. Ага, да. они Ну, уже это- Ну, промытые. это уже стандарт, конечно, да. И пропускаем их через отдельную Можно- посудину. Потому что может упасть скорлупа, если Ага, сразу тоже очень тщательно, да? Да. Ты вообще по жизни очень щепетильный человек, я так думаю. Ну, Да, есть- либо есть уже, такое. что готовка вот такая приручила, что вот лучше, да. лучше вот так, да? Особенно, когда печешь на заказ, тут все детали надо все просмотреть. Да, потому Каждую что вдруг маленькую что-то не деталь, так да. пойдет, скажут, это что такое, да? Да, Поэтому чтобы, в следующий раз не будет заказывать. чтобы хорошие отзывы потом собирать, Да. нужно... Ну, стандарты качества должны Да. быть, да, что кекс, приготовленный сегодня, он соответствовал кексу, который будет через год. Правильно? Конечно. Да. Так. Правильно. Два яйца. Яйца добавили. Так. Потом добавляется у нас масло сливочное комнатной температуры. Угу. Обязательно. Да, Ну, чтобы, чтобы она... хорошо перемешалась. Да. Это- Не должно быть холодным. Да. Ну и не топим. Не топим. Ага. Но если очень торопимся, то можно, конечно, Чуть-чуть подтопить, да? подтопить. Добавляем растительное масло. Чуть-чуть. Угу. Видимо. А, не чуть-чуть. Так, ладно. Столько же, сколько и сливочного масла. А, вот так 50 надо. на 50. Ага. Угу. Вот. Ну, сразу видно набитая рука, это такой Ага. комплимент. Видно, сколько ты наливаешь. И молочко. Добавляем молоко. А, ты обнуляешься. Ну, молодец какой. Да. Смотри, так. Хорошо, что в весах такая функция появилась. Да. Ну, я Обнуление. говорю, вот, профессиональные весы это обнулил и сколько нужно добавил. И столовая ложка уксуса яблочного, 6%. Угу. Это получается обычный, ну, не живой уксус. Ну, это столовый. Столовый, да. да. Яблочный можно использовать, можно виноградный. Мгм. Все. И пускаем его через миксер, Да, перемешиваем. мы, как говорится, дайте шуму, немножко пошумим. Ага. А, он не сильно шумит. Это тоже, ну, я смотрю, такая специальная, Да, специальный специальная планетарный вещь. миксер. Да. Да. Очень удобная. в Да, очень перемешивании. удобно, но рукой-то каждый раз по-разному может получиться, а тут уже, Тут опять она же, уже- в соответствии с стандартом. Да. А, и скорости есть всякие разные, да? Да, она у нас 7-скоростная. Мгм. Вот. Это наш второй миксер у нас. Первый дома остался, младший. Это у нас старший. А, и по мере загустевания можно скорость добавлять, Да. получается. Ну, чтобы Да, брызгали сразу не разлетелись, понятно. не понятно. брызгало. Ага. Чуть-чуть помогаем, чтобы Ага. он по Ну, стенкам смотреть тоже. куда, да, Да. чтобы в сторону то, что ушло, скажем так, их захватить, да? Да. Так, Процесс закончил. Ой, как запахло хорошо. Очень, очень вкусно. тесто у нас готово. Готово. Да. Сейчас мы его по капсулам, По формам, да? по формочкам маленьким. Капсула называется. Ага. То есть, это, опять же, такие профессиональные названия. Мы их Специальные капсулы есть. распределим. Так. Так. Тут тоже чуть-чуть лопаточкой тоже перемешиваем то, что миксер не смог захватить в самом низу. Вон там, видите, чуть-чуть. А, да. На загустил. дне. Да, на дне. То, что она Уже надо намокла, прилипла. подмочь. Да. Как идея пришла вообще, ну, вот, сладкие десерты готовить? Ну, Ну вот. скорее всего, идея жены была. Я Или- тоже вот думал Ага. над этим. Ну вот сначала я подарил жене маленькую книгу с рецептами Марии Столярчик. Мгм. С ее личной подписью там все. Ну, с Марией Столярчик мы знакомы лично, поэтому М, я попросил ее подписать для жены. Да, авторская такая книга, да? Да, ага. И это по ее, толстому. ее первая книга была Марии. Ага. Я ее купил, подарил жене, потом попробовали сами. Сами, дома просто. Дома просто. Да. Потом что-то пришло, и как-то само получилось, что Ага. решили
на заказ. Ну, начало давайте. хорошо получаться. Скорее всего, друзья приходили, пробовали, хвалили, говорили, вот, может быть, кто-то идею да. подкинул. А что вы делаете на И заказ? еще Там, вот да? в интернете посмотрели интересный рецепт Ага, разные. шоколада. Это торта 3 шоколада. Мгм. Он такой муссовый, трехэтажный, там темный шоколад, молочный и белый шоколад. Мгм. Но его попробовали, выложили там в статусы, Мгм. Социальные в свои сети, социальные да, сети, да, и да, да. все такие, о, как круто у вас получилось, можете так на заказ печь, Ага, ага. можете начать такой сидеть. Да, да, ну и сидеть, люди, да. когда же хвалят, люди вдохновляются, Да, да. мы Ну, так почему бы и нет, да? вдохновились, Ага. подумали, да, что почему бы и не попробовать. Мгм. Ну и начали, ну и уже вот, И вот пошло-поехало. Да, Пошло-поехало. как говорится, уже 6-й год. да. Да, Ну, первые заказы, конечно, друзьям, там, Мгм. близким, Ну, конечно. на пробу даем, там, отзывы собирали. Потом Уже на поток, да, скажем, поставились. у нас, мы сделали розыгрыш, в WhatsApp группу создали, М, розыгрыш сделали. Сначала очень боялись, что Да. номерки не раскупят, нас мало кто знает, ага, ага. мало кто купит, все в магазине покупают обычно тортики. Мгм. Но друзья поддержали, друзья купили, тоже вот репосты делали, Мгм. раскидывали по своим группам. Ну и с тех пор, по сей день, мы тоже вот регулярно розыгрыши делаем, на заказы тоже делаем. Мгм. Ну вот, в свободное от работы время занимаемся Да. такими. Творческая, Творческими такая, делами, да. творческая составляющая, да. Да, у нас вообще первая рубрика, которой мы забежали немножко вперед, да, ну мы поговорили о вашем хобби, да, ничего страшного. Первый вопрос у нас обычно звучит так, как расскажи, пожалуйста, Аял, немножко о себе. Я знаю, что ты родом Аймиконский. Да, я родом. Село Тамтор, да. И, собственно, как вот ты оказался в Хандыге? Твой путь как стоял? Ага. Учился Ну, в школе, скорее всего, да? Я родился в селе Тамтор, Так. там же я окончил школу, Мгм. Самое холодное место, между прочим. да, Да. полюс холода. Полюс Вот холода, да. как раз на днях будет фестиваль полюс холода, Да. Мгм. ежегодно проводится. Мгм. А потом в 2010 году окончил школу, поступил в Северо-Восточный федеральный университет, Мгм. в Институт математики и информатики М, по специальности информационные технологии. Так, айтишник. Айтишник. Да. Модное По направление. специальности я, да, программист, но по стечению обстоятельств я работаю по другому направлению. Ну, а айтишника удалось поработать или нет? Нет, ну, на то время эта профессия не так уж сейчас была, Котировалось? да, Ага. не как сейчас популярна была. Ага. И везде требовали опыт работы, Ага. поэтому, Ну, сисадмином, наверное, нет? ну, пытался найти, но что-то не Вот так, получилось. да. Но Молодому человеку, да, айтишника. Ну, это сейчас, да. Как говорится, IT наше все практически. не да. получилось, наверное, потому что мое предназначение было, наверное, Чуть-чуть другое. по другому руслу пойти Ага. работать. Чем ты начал заниматься? Вот. Ну, я во время студенчества был активным Да, ты студентом, активист, да. поэтому меня вот заметили в руководстве Министерства молодежи, Мгм. и сам министр на то время был Афанасьев Владимир Семенович. Да. Мгм, Он Владимир. меня пригласил к себе М, и сказал, работу нашел, спросил меня. м. Я говорю, пока еще в поисках. А я тебе работу нашел, говорит. А я нашел. Да. Так. Я говорю, да, интересно. Да. И он такой, ты поедешь работать в Тампонский район, поселок Хандыга, специалистом по молодежной работе, говорит. Мгм. Я такой, Ну, вроде как бы родина интересно, рядом. думаю. Но он тоже так сказал, там, полдороги до твоего родного Да. дома, Да. ближе к дому тебе Да, будет. домой да. будешь ездить близко Да. к родным, да. Ага. Ну, я тут в Хандыге вообще никого не знал на то время, Так. но собрался и согласился. Ага. Особенно такое доверие от министра. Конечно, да, это действительно. Поэтому вот он уже все тут с руководством района обговорил все, М. что рассказал, молодой специалист приедет. Ну, вот, скажем так, уже опытный, да? А чем ты в студенчестве, ты говоришь, активистом был, а чем ты занимался? Ну, чем только не занимался. Стройотряды и все прочее. В стройотрядах Так, само собой. 3 да? года отработал, Мгм. каждое лето. Мгм. Вот первый год я был обычным бойцом Мгм. в промышленном, а не в президентском отряде. Обычным Даже бойцом такие был. есть? Да. Вау. Ну, в тот год, в 2012, Мгм. там Дети Азии проводились. Мгм. Он в тот год
только-только создали эти президентские отряды. Я был обычным бойцом, потом отработал на Детях Азии в общежитии. Со спортсменами там работали. Потом я уехал на путинный отряд в Петропавловск-Камчатский. Там Даже так, да. рыбзавод Lloyd Fish. Так. Мы были первым потоком из республики. Нас там очень хорошо приняли. Ну, мы отработали сезон рыбный. Что делали? Ну, мы- Рыбу солили? Не солили. Ну, рыбу привозили, мы разделывали. Кто-то на разделке стоял, Очень тяжелая работа, кто-то в согласись. мойке стоял. Согласись, Да. очень тяжелая работа и нудная, да. Ну, там мы работали по графику 8 через 8. 8 часов работаем, 8 часов отдыхаем. Всё ясно. Так, я смотрю, ты уже хочешь... Ага, сейчас вот. Да, ну пока- да, пока всё. эфирное время не резиновое, Да, ага. как говорится, да. Это вот капсула называется. Это капсулы, вот. Ну вот, порционные. да, очень удобно. Ага. Действительно, как на кекс, на маффины похоже, да? Да, сейчас берем ложечкой и просто Рекс? кладем сюда. Ага. На По-моему, надо меньше класть, потому что да, она же чтобы она все равно же, когда мы будем ее готовить, поверх не разбухнет. потекла, да. Ага. Ага. Наполовину просто вот так. Чтобы их не Складываем. разбомбило. Ага. Да. Ну, пока ты накладываешь, да, как говорится, одно другому не мешает. Пожалуйста, приехал ты в Хандугу, да. Ну вот трудовая деятельность как началась? Как тебя встретили вообще? Встретили очень хорошо, Так. разместили в гостинице Так. первый месяц. Угу. Жил там, потом, ну, руководство тоже встретило, все хорошо, познакомился с коллегами новыми и с ребятами молодыми тоже, кто переехал только-только в Хандугу работать в администрацию, тоже с ними познакомились. И первой большой работой была организация слета молодежи района в селе Тополиное. И мы всем управлением организовали это мероприятие, собрали молодежь со всего района и на нескольких автобусах поехали в Тополиное, в дальний путь. Я тогда в первый раз поехал в Тополиное. Да, с работой, да. Да. Командировка. Командировка. Это, скажем так, тревожно и волнительно же, да? Первое Мы сейчас большое у вас находимся, мероприятие. тоже так, совсем другие условия работы, все прочее, да, Да, ну и- какие-то такие новые впечатления, новые знакомства. Да. Ага. Ну вот, отработали, потом был объявлен конкурс на проведение республиканского цеха молодежи, О. в каком улусе будет проводиться следующий цех. В 2014 году он прошел в Вилюйске, вроде было. И был объявлен конкурс, и наше руководство пожелало, чтобы мы поучаствовали в этом конкурсе. И мы составили проект, как мы будем проводить, где будем проводить. Мы за местом проведения взяли село Мегиналдан, так как он более транспортно доступен для других районов, для центральных районов. Потому что он на той стороне. Да, на той стороне На реки той Алдан. стороне, да. Ну, Если то есть летом не надо две реки, Да, потому две что реки, транспортная чтобы- схема, скажем так, попроще. попроще, да. Да. Ну и мы, с нами там еще 3 улуса вроде было. Ага. Но мы выиграли. Выиграли. Ага. Значит, программа была составлена лучше. Да, лучше, чем. Да. Да. Ну, выигрышнее получается. Да. Да. Ага, и министерство тоже поддержало наше решение провести у себя. Ну и в 2015 году провели. Так, мощно, ударно. Организация была на высоком уровне. Как потом сказали, скорее всего. Наградили, наверное, премии получили. Ну, победили мы, самое главное. Наш район победил в своей северной группе. Ага. И мы за это получили автомобиль УАЗ, выиграли для района. Вот. Потом я поехал в армию. Призвался отсюда. После проведения масштабного мероприятия сразу решил, что пришло время отдать свой долг. Ага. Поехал первым же рейсом отсюда. Ну и отслужил в городе Владивосток во внутренних войсках, в самом городе, что было хорошо. А некоторые друзья рассказывали, что они где-то в лесу лежат, вообще связи нету, света нету. Чуть-чуть попроще было. Да, у нас чуть попроще было то, что в городе. Ну и отслужил год, приехал обратно. Дальше продолжил работу с молодежью в администрации района. Ну и потом
тоже вот республиканские мероприятия, СЭХ молодежи в Мирном тоже выиграли, наш район. В северной группе. Да, ну вы вообще активисты, вообще молодцы. Да, тоже наградили автомобилем УАЗ. Ага, Второй УАЗ принесли району. ага. Вот. Успехи. Успехи, Успехи да. один за другим. Да. Слава вкружила голову. Да не сильно. Не сильно так. Вот. Ну и за все мои вот активные действия, потом тоже вот в Хандыге, когда работал, всегда стараюсь вести активный образ жизни, везде участвую, ну, приглашают ведущим, диктором на районных поселковых мероприятиях. Ну практически мы коллеги, получается. Ну, Везде уже, где в возможно, какой-то везде Аял степени, да. Винокуров. Да. Да, вот. Парад Победы ведем, Первомайский парад ведем с коллегами, да, диктором. Вот. Ну и за все это меня наградили нагрудным знаком «Отличник молодежной политики Республики Саха-Якутия». Да. Да, поздравления. Вот, спасибо. Но сейчас я работаю в сфере образования. Ну вот, методист, нынешнюю работу, расскажи, пожалуйста, нынешняя вкратце. работа. Да. Чем ты занимаешься именно вот в Центре детского творчества? Я работаю вот в Центре детского творчества. Там у нас работа кружковых объединений. Дети приходят на кружки после школы. Ну и занимаются кому чем интересно. Там Да. У нас Сколько есть, направлений кружков, что в основном у нас пользуется популярностью, скажем так? У нас 12 кружков. О, немало. Да. У нас есть шахматы, робототехника, Современная. вокал, гитара, там, шитье, вязание, бисероплетение есть, художка, столярное дело есть, что это тоже популярно среди мальчишек. Ну, а я работаю методистом в музее. Так. У нас есть там музей. Ну, я занимаюсь там расстановкой экспонатов, веду их учет. И когда приходят гости, проводим им экскурсии по нашему музею. Ну, наш музей, он по истории нашего учреждения. Наше учреждение раньше называлось Домом пионеров и школьников Тампонского района. Ну, при Союзе. Да, конечно. Потом вот со временем его переименовали в Центр детского творчества. Вот, ЦДТ. ЦДТ, да, Так. сокращенно. Так, и... Все. Разложили по капсулам, и теперь мы его отправляем в духовку. Духовка у нас уже нагрета. На какое время? Давайте телезрителям скажем. Насколько мы его отправляем примерно примерно на 150 градусов. Не сильно горячо. Да, обычно, не сильно горячо. Я почему-то думал стандарт 180, 150, да? 150 там. У кого какая плита тоже играет роль. Вот так, да, конечно, да. Кому-то рекомендуется 180, но в данном случае на у вас моем 150, опыте, да, 150 хватает. И сколько времени? И 25-30 минут. 25-30 минут, да. Но эфирное время нам не позволяет, но мы возьмем паузу, и это нормально. Давай тогда мы телезрителям покажем, что у нас вот такие учились, и отправляем. мы заложим, тогда на духовку. Все, берем паузу. Итак, друзья, мы заложили наши капкейки в духовку 150 градусов, минут на 20-25. И сейчас мы что делаем, Майя? Мы сейчас сделаем начинку. Так. Соленую домашнюю карамель. Карамельную начинку. Да. Так. Ну, для этого нам нужен сахар, Так. масло сливочное и почти доведенные до кипения сливки. Сливки. Ну, я видел, вот за кадром ты нагрел их. И включаем нашу плиту. Не на сильный огонь. Индукционка. Индукционная плита, очень удобная, кстати. Быстро все делает. Топим сахар, да? Сначала топим сахар до жидкого состояния. И потом по очереди будем добавлять наши. Да. У тебя вот откуда пристрастие вообще к готовке? Родители? В детстве готовил вообще? В детстве вот такие сладкие точно не готовил. Мне даже во сне не приснилось, что я в будущем буду. Я и про это говорю, да. Тортики готовить буду. Да. Это же как бы кажется, что это как, чуть ли там девчачье дело и все типа такого, как будто, да? Но почему нет, да? Как-то само пришло, да. Ну, мы еще с женой любим смотреть передачи Гордона Рамзи. Знаете, наверное. Крутые ребята, да. У него много различных передач, и мы любим смотреть.
между делом. Вполне себе брутальный чувак. Да, он Ага. много звезд Мишлен у него, Ага. в его ресторанах он Да. крутой чувак. Вообще крутой, да. Ну, то есть, это тот чувак, на которого можно равняться реально. Да. Для многих кумир. Ну и, конечно же, наш мэтр Иннокентий Тарбахов тоже Да. приезжал сюда. Мгм, мгм, В 2017 последний раз он приезжал, мгм. тоже проводил ребятам мастер-классы. Мастер-классы, да. Готовим с Арбаховым, такой Да. проект был, ага. Вот. Еще конкурс проводился тогда Да, конкурс, среди да. школьников. Отбор некий, да. Ну тут местный был для школьников. Мгм. И он Не там- участвовал? Не, для детей. А, для детей. Ага. Да. Там в школе у них есть кружок, был кружок кулинарное дело. Вот эти ребята там проходили мастер-класс и соревновались. Мгм, соревновались. Ага. Ну тоже мероприятие очень хорошо прошло. Он мне подарил свою эту книгу с рецептами, Мгм. с наилучшими пожеланиями. Вот. Тоже хранится у нас там в книге, на полке с книгами, с рецептами. Вот. Надеюсь, скоро от Гордона Рамзи будет. Было бы неплохо. Да, было бы неплохо, но попасть на мастер-класс к нему, да? Или Ну, это какой-то вообще, такой, наверное, что-нибудь такое. На какие-то курсы ну, проводит, да. Расскажи, пожалуйста, ну вот все-таки давай немножко про твою работу непосредственно, да. Ага. Какие обязанности, да, самое главное у тебя? ну вот, учет экспонатов и ну, отчетных документов этих, отчетных материалов тоже очень много, Мгм. которые просят со временем. Мгм. Ну и основная работа это наша проводить экскурсии. Ну, экспонаты, конечно, приносят наши неравнодушные сограждане, Мгм. то, что у них залежалось или что-то нашли у себя там в сарайчике, что-то старое, старинное, принесли нам, мы их описали и дали им место на нашей полочке, чтобы они уже радовали других людей, да, получается. Ну вот так в основном. Ну и есть у меня пару часов тоже кружок веду настольных игр. Кабалы-камская. там. Вот Ну, то такой. есть ты еще и ловкий. Ну, это на спартакиадах тоже участвую, поэтому веду по настольным играм. Ну, пока сильно призовых мест нету, Ну, все впереди. но стараюсь, да. Так, а тем временем сахар растопился, Сахар ну да. растопился. Мама, я помню, такое делала, это конфетки. Петушки, да. Петушки, да, сахарный петушок. Вот сначала добавляем масло. Ага. Масло начинает кипеть. Тут очень, самое главное, не передержать же, да? Да, тут хорошенько перемешиваем, когда, Быстро. да, чтобы Так. она не перегорела. Да, не перегорело. Так, вот как масло растопилось, добавляем наши сливки. Сливки. Так. Которые горячие тоже, да? Да, Для телезрителей это такой момент. Нагретые почти до кипения сливки. Там лишнее в и сторонку убираем. стоим, кипятим. Ага, она должна перекипать, то есть вывариваем, скажем Да, так. вывариваем. Ну и на глаз надо уже тут смотреть, чтобы не слишком жидкое у нас То получилось. есть поставить и уйти не получится. Нет, не Надо получится, вот, да. такой продукт, такой состав, который нужно следить очень Да, в оба глаза. вот. Вы с супругой, говорите, готовите, да? Да. Где-то заимствуете рецепты, где-то Да, подглядываете, да? Есть место творчеству, экспериментам? Ну да, мы время от времени проходим различные мастер-классы. Ага. Хорошо, что в наше время сейчас есть много онлайн-курсов. Да, полно. Да, Как мы говорится, выбирай на вкус. у Марии Солярчик тоже вот Ага. купили курс, у Юлии Шапран тоже учились. Мгм. Еще, ну там помаленьку тоже по различным десертам, там много курсов проходим. Ну то, что некоторые уходят в оборот, некоторые слишком там замудренные рецепты тоже бывают. Ну да, и которые сложные Сложно. исполнения, Да. зачем их притворять, скажем, жизнь, да? Ну их еще и перевести в хандыгу тоже сложно. Да, продукты, да, с ингредиентами, скорее всего, тут. Да, тут сложновато, особенно Сложновато. когда вот навигация закрывается. Да. Вот тогда Ну, то мы- есть ты вроде как бы запустил производство, а того или иного, ну, достать очень сложно. Может не быть. Ага. Может не быть, да. Ну, мы запас- заранее закупаемся перед закрытием дороги. Ага. А многие, скорее всего, продукты скоропорт и все прочее. Ну да, там. Может быть такое, да. Да. Ну вот я про это. Вот. Так, и что, на каком этапе у нас? Ну еще чуть-чуть Чуть-чуть осталось, да?
поварим. Ага. Ага. И этим будем мы что делать? Мы их будем внутрь наших капкейков начинять. Внутрь даже Внутрь. прямо. То есть готовых. В готовых. Ага. А, да? Как Ну, то они есть у нас мы будем капкейки как-то выйдут. разрезать их туда, заливать, да? Не, у меня тут есть специальная штучка. Шприц которая- там. Не шприц, а сердцевину Ну, с короче, капкейков уберем. Покажу. Ну, не, ну обязательно надо посмотреть и обязательно попробовать. Да. Потому что я сладкому, скажем так, падок. Вот, насчет сладкому падок. Сам что любишь кушать? Есть какое-нибудь любимое блюдо? Ну, я люблю салат оливье, конечно же. Почему, конечно же. Не знаю, но многие, Обычно же это многие самое, любят. самое новогоднее блюдо. Да, самое новогоднее блюдо, во-первых, и Ага, сытное. как-то можно его как второе могу его есть. Не как салат, а как второе. Ага. Просто могу сесть и наесться Его. с салатом и все. Счастливый, довольный. Много наготовил, Да, только чисто салатом. да. Ага. Ну и пирожки с мясом тоже. М. Ну, все якутское тоже люблю. Якутская кухня не Якутскую нервная. кухню, да. Мясо или рыба? Мясо. Мясо больше, да? Но от строганины и индигитки не откажусь, если они есть. По сезону, скажем Да. так. Вот, почти готово. Так. Все, стоит, кипит. И нам сейчас остается, ну, наши уже, мы же брали паузу. Ага. Наши капкейки, я вот думаю, ну, запах аж идет уже оттуда, со стороны Ну, духовки еще и уже. Карамель почти- должна еще чуть-чуть остыть. Ага. И пока она остывает, мы Остывает, как раз ровно будет да, сделаем время. крем. Мы возьмем паузу и, скажем так, так, это его мы разливаем, разливаем чтобы остыло. в пиалку. Ну правильно, если мы горячий зальем, она же бук рассечется. Да. Да-да-да. Сейчас мы для наших капкейков сделаем крем. Еще и сырно-сливочный. крем будет. Еще и крем То будет. есть это будет начинка, которая внутрь, а крем, Крем это это уже сверху. сверху, да. Все. Красоту будем делать. Красоту. Я люблю вообще все. Так. Что все касается сладкого, Для этого у я нас страшно нападки человек. сливки, творожный сыр, Так. Тоже по весам все. тоже по весам. Технологии Да, соблюдаются тут вообще в Хандеге. да, очень. Очень, да. Не мухры. Салфеточки и сахар. Сахар, да, само собой. Сливки, ну, густые берешь, да, 35%. Да, Это 35 или это- 33. это. Да, это одни из самых густых, по-моему, да? И миксером его. Ага. Сейчас, опять же, пошумим. Тоже начинаем с маленьких оборотов, Ага, чтобы она не сильно... да. Ну, для этого у нас головы. есть фартуки. Хорошо, что фартуки есть. Да. Фартуки есть, поэтому их... Итак, друзья, нам принесли наши капкейки. Уже готовые. Да, пыл и жару, наша начинка, Начинка. можно сказать, остыла. Остыло и... Да, Аял, ну давай, Крем, да. показывай, что Ага. и крем мы взбили до конца. Ага. Ну, для начала мы возьмем вот такие кондитерские мешки. Ага. Так, Сначала туда, чтобы начинять было удобно. ну вот, Нашу- остыла. Да, остывшую карамель добавляем в мешок Ага. для удобства. А такая, специальная такая приспособа, да? Ну, это тара от меда, А, от оставшейся, и очень удобно да. использовать вот так. Ага. Скажем так, подмастил, да, специально? так? Подмастила. Ага. Ага. Ну, голь на выдумке хитра. Вот. Начинку приготовили. Так. Следующий мешок. А у потом нас- это дзык, наверное, да? Да, потом Кончик сколько тебе надо. добавляем нашу насадку. А это уже будет на это. Это для крема. Так. И это тоже вот такая хитрость. Можете использовать. Да. А Ял так поступает, оказывается. Ну, наверное, многие так делают, но... Добавляем наш крем. Ага. Крем тоже такой сбился, ровно такой хорошей консистенции. Да, если соблюдать все эти пропорции. Пропорции, да, Да. пропорции. Вот. Подобрал слово. Тоже аккуратненько. Ага. Ну, у рука набита вообще все. Ладно, все получается. Тоже закручиваем. Так, это вот нам уже не нужно. Мы то, что не нужно, убираем в сторонку. Так. И приступаем уже непосредственно к нашим вот приспособа, Ага. который удаляет сердцевину.
Вот так, вот. И Так. Пик. Все. И туда мы булькс, да? ага, сюда вот это отверстие, которое сделали. Сначала добавим Ну, давай карамель. все не делать, да, потому что нам уже торопят. Эфирное время, к сожалению, не резиновое. Хорошо. Давай мы сами себе по 3 сделаем. Хорошо. А остальные мы потом закатываем. Берем ножнички. Раз. И потом сколько нужно, И сколько нужно, вот начиняем выжали. внутрь. Да. С чаем, с кофе, ну, самое то, да, Да. получится. Ну, давай мы даже 3 сделаем. А потом уже за кадром сделаем мы, все остальные. Съемочная группа так и стоит, смотрит, когда же, а нам. Ага. Кремом. И уже вот специальная Да, такая всё, форма. Вот. Ох, обильно. Всё. Ну, какая красота. Делаем красоту. И крем такой густой. И третью. Все. Давай мы вот так поставим и покажем нашим телезрителям. Ну, реально, хоть час на витрину. Да? Согласись. Магазин И еще стоят. можно наверху что-нибудь Да, такое. можно ягодку Ягоду, или да, присыпкой да, посыпать. присыпку, что-нибудь такое. Сын мой любит очень присыпкой украшать тортик. Да. Или Всё просится. или какую-нибудь ягоду, клубничку, да? Да. Или вишенку. Вишенка на торте. Вишенка на торте. Вот. Да. Сняли? Да. Отлично. Ну, давай. Собственно, почему я согласился быть ведущим этого проекта? Что можно пробовать. Что Да. можно пробовать и можно кушать, да. Как это обычно кушают? Вот чуть-чуть отделяешь от капсулы. Ага. И можно уже сразу и как бы... О, у меня вот так оторвалось. Да, можно и так оторвать. Можно и вот так, да? А у меня шапочка оторвалась. Ну, вот у меня то же самое. Ну, ты мастер вообще. Бомбически получилось у тебя. Да, приятного аппетита. Да, здорово, очень. Слушай, ну, сладкое, говорят, много нельзя, но иногда и чуть-чуть можно. Да. Спасибо тебе большое. И у нас в конце передачи такая добрая традиция есть. Пожалуйста, на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Ну, поздравляю с началом весны жителей нашей республики. Ну, что сказать, желаю всем хорошего настроения и, самое главное, мирного неба над головой в наше нелегкое время. Ну и всем удачи, всем спасибо. Да. А я еще расскажу, что у нас сегодня был в гостях методист Центра детского творчества поселка Хандыга Аял Винокуров. Аял, еще раз тебе огромное спасибо, Вам спасибо за очень вкусные капкейки, за интересную беседу. А на этом, друзья, мы с вами прощаемся. Будьте здоровы, ешьте, как мы говорим тут часто, просто вкусно. Будьте здоровы!